Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня Всемирный день ребенка, праздник, который был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 1954 году. И у нас на связи будет председатель Детского фонда Абхазии Асида Ломия. Асида, здравствуйте! Здравствуйте. Асида, расскажите, пожалуйста, я думаю, что не каждый человек знает, что вообще в Абхазии есть детский фонд, когда он был основан, сколько уже существует, и каковы основные направления деятельности фонда? Мгм. Вы знаете, что я не думаю, что не каждый человек, конечно, не каждый человек, наверное, знает о том, что есть детский фонд Абхазии, но есть такие категории населения, с которыми мы работаем и которые прекрасно знают о существовании этого фонда. И фонд был организован в 1989 году поэтессой Нелли Тарбо. И он был как бы отдельный фонд, детский фонд Абхазии, который не подчинялся там каким-то структурам в Тбилиси. И проводил довольно такие большую работу и благотворительные акции, и очень много разных аспектов затрагивал, которые, к сожалению, мы сегодня не в состоянии выполнять и делать все, что делалось тогда. Например, один из таких вот очень важных моментов, это когда у нас очень много было семей, которые не имели детей и брали на усыновление детей. И я думаю, что это была очень такая важная работа, когда люди могли взять детей на воспитание, и тем самым они как бы обеспечивали продолжение своего рода. Это как бы мое личное вот наблюдение, так скажем. Но на данный момент были какие-то моменты, когда детский фонд ввиду разных обстоятельств, разных ситуаций иногда не мог выполнять, допустим, какую-то свою функцию до конца, но в последние, особенно вот последние 5 лет, когда мне пришлось стать председателем детского фонда, я пересмотрела немного направление фонда и решила заняться как раз-таки тем аспектом, который, в принципе, никто не занимался ни до этого, ни сейчас. Вернее, сейчас-то мы привлекаем людей еще, а тогда еще не было. Это защита прав детей, которые попадают в конфликт с законом. И детей, которые находятся, например, на учете в МВД. Очень многие эти дети, они нуждаются в помощи и в психологической, и в юридической, и в социальной помощи. И мы стараемся это сделать у себя, организовав общественную приемную. Но то, что касается, вот я в первую очередь, конечно, мне надо было бы сказать о том, что сегодня Всемирный день ребенка, 20 ноября, и мы знаем прекрасно о том, что вот на постсоветском пространстве очень активно как бы празднуется День защиты ребенка 1 июня. Но 1 июня День защиты прав детей, получается так, что это как-то летний период начинается, и очень много разных акций проводится вместе с детьми, например, у нас на набережной или же во всем мире как-то справляется. Но самый главный день – это 20 ноября, потому что именно в этот день была принята Декларация прав детей, которая потом нашла свое продолжение в Конвенции прав ребенка. К сожалению, мы не можем сказать сегодня, что наш парламент или же и в советский период, и после советский период мы не принимали и не ратифицировали Конвенцию прав ребенка. Я как раз таки вот хочу сказать о том, что очень надеюсь на то, что парламент Абхазии примет и ратифицирует Конвенцию о правах ребенка, и эта конвенция будет так или иначе, она нам очень нужна ввиду того, что мы хотим построить цивилизованное, демократическое государство, в котором будут защищены права и детей, и взрослых. Но в данном случае речь идет о подрастающем поколении. Асида Константиновна, скажите, а вы уже выступали с такой инициативой перед парламентом, чтобы вот приняли такую конвенцию о правах ребенка, о правах детей? Вы знаете, что мы не выступали ввиду того, что мы все время собираемся это сделать. Но вы знаете прекрасно, у нас постоянно идут какие-то политические события, которые, в принципе, мешают иногда тому, чтобы мы обратили внимание наших депутатов и парламента, и нашего общества к таким проблемам наших детей.
Мгм. Скажите, Асида Константиновна, помимо детского фонда, кто еще занимается проблемами детей, подростков, с кем вы сотрудничаете, с кем вы в тесной такой связи? Я могу сказать вам, что изначально мы сотрудничали с благотворительным фондом «Кераз», который выполняет огромнейшую гуманитарную миссию в Абхазии в оказании социальной и помощи детям, которые действительно оказались в трудном положении. Не то что детям, а семьям, которые оказались в труднейшем положении. И также вы знаете прекрасно о том, что есть организация, благотворительный фонд, который занимается помощью больным детям, которым нужна срочная операция или выезд за границу. Это фонд Ашана. Еще есть у нас появилась новая организация, такая как «Панорама», которая также вот выступает и работает с детьми, которые подвергаются, к сожалению, иногда насилию. И они организовывают какие-то вот кружки, типа как психологической и такой очень гуманной миссией организация появилась, которую возглавляют молодые люди, например, вот как Кама Аргун. Я хотела бы, чтобы вы знали об этом. И еще есть Международный фонд Апсны. Глава фонда, Международного фонда Апсны и сам этот фонд, они оказывают огромную социальную поддержку детям и молодым семьям, и школам, и, насколько я знаю, и вот тем реабилитационным центрам, в которых лечатся и находятся дети с ограниченными возможностями. Мгм. Да. Асида Константиновна, и еще раз уточняя вот этот вопрос, как я поняла, вот сам детский фонд, он, скорее всего, ведет психологическую консультацию, юридическую поддержку, в этом заключается, да, или существует какой-то проект конкретно вот в этом направлении? Да. Вы знаете, что на данный момент, и это уже у нас, он был и раньше, 1,5 года назад была создана вот эта общественная приемная, и она была создана при помощи проекта, который был поддержан Евросоюзом и ПРООН организацией. И благодаря этому проекту мы добиваемся очень многих результатов, потому что у нас бесплатная общественная приемная для подростков и для их родителей, которые нуждаются в юридической, психологической и социальной помощи. Вот. И еще я бы хотела сказать о том, что есть очень много моментов, когда ты занимаешься людьми, и особенно детьми, то каждый день возникают какие-то проблемы, от которых ты не можешь отвернуться и сказать, что я это не могу решить. И мы, естественно, лоббируем все интересы и выступаем в защиту прав этих детей и подростков. Конечно, на сегодняшний день, когда наша республика находится в таком сложном положении, когда нас захлестнула эта пандемия, несмотря на это, все-таки люди стараются друг другу помогать. И я хочу со своей стороны, и обязательно это, пожалуйста, чтобы прозвучало, что есть такие люди, которые помогают другим людям, они не хотят называть своих имен, но помогают и лекарствами, и одеждой, и питанием. И огромное спасибо этим людям. Это, во-первых, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, наши все организации, общественные организации, они выполняют функции, которые иногда не могут выполнять на правительственном уровне. Но есть такие вещи, которые мы на неправительственном уровне не можем сделать без властей. Это создание реабилитационного центра для детей, которые попадают в конфликт с законом. Оно нам необходимо, если мы действительно хотим построить нормальное, хорошее государство и общество. Хотелось бы, чтобы обратило внимание на судьбу этих детей также. Асида Константиновна, спасибо вам большое за эту беседу и за то, что занимаетесь этими очень важными для нашего общества делами. Да, спасибо вам тоже и всего наилучшего абхазскому телевидению.